Итак, вот первые часы я нахожусь в штабе отряда. Это штаб, это небольшой домик такой в пригороде, недалеко, кстати, от аэропорта в Якутске. Здесь сейчас находятся уже те, кто составляет уже значительную часть отряда. Я постараюсь просто сделать как бы обзор. Ну, Сашу вы узнаете. Вот. Дайдуна. Вот. Элея вы увидели вот сзади. Сейчас посмотрим. У нас кто еще? Вот. Все. Это, да. Это Петр. Петр руку поднял с кружкой большой. Да. Это его жена. Это его жена Раиса. Вот. И посетитель. Первый утренний посетитель. Значит, что мы сейчас с Сашей переговорили коротко. Прежде всего о том, что здесь происходит в штабе. Здесь идет работа. Работа и организационная, для того, чтобы отряд консолидировался, собирался, чтобы логистику всех, кто из разных городов подъезжает, здесь идет организация. Да, организация, кто, где, как двигается. Цель, сейчас оперативная цель, это собраться, обсудить план дальнейших действий. Создавшееся положение. Положение сейчас примерно такое, что у Саши есть свобода передвижения, некий такой баланс сравнительно сил, скажем, сравнительно такой спокойный сложился. То есть, вот я видел, здесь нет ни охраны, ни автоматчиков, никто, как говорится, здесь вот не кружит ничего. Вокруг... Но контроль есть, незримый. Да, но контроль незримый есть. Это лукавая власть. Да. Саша только что произнес, может быть, центральное такое слово. Вот что здесь. Здесь центр сопротивления. Центр сопротивления тому давлению, тем санкциям, которые против Саши, против отряда, против движения вот этого за народовластия, которое организовалось и продолжается. Мы готовимся, теперь я говорю мы, потому что я тоже приехал, вот уже первые часы здесь нахожу, мы готовимся к действиям такого, скажем, характера. Первое, при благоприятных условиях отряд собирается и выдвинется в путь весной. С первыми теплыми днями отряд выдвигается в путь с той самой точки, где Сашу захватили. То есть это где-то 225 километров до Иркутска. Вот та поляна, та речка, вот оттуда, возможно, с тележкой опять. Ну, тут я не выяснил, с тележкой, как говорится, нет. Время еще есть. Время еще есть, разберемся с тележкой. И отряд продолжит движение. До 2021 года есть и в этом смысле время, и много времени. Вот, и цель прежняя, наша главная цель, она остается, и мы будем отрядом, помогая Саше, ее добиваться. Это при благоприятных условиях, то есть когда вот не переходит к силовым каким-то вот операциям и к судебным каким-то гонениям судебного характера. При неблагоприятных условиях мы будем, вот уже не зря здесь люди дежурят, и дежурство, и они постоянно Сашу защищать. Он сказал, что он сотрудникам спецслужб сказал, что никуда он к ним не пойдет, какие-то бумаги там подписывать, хотя они его зовут, давай подходи на 5 минут туда-сюда. Он сказал, нет, вот сюда вот приезжайте, так сказать, и здесь при народе.
при людях, публично. Здесь открытое, как говорится, пространство свободы, свободы слова, пространство народной свободы. Здесь маленькая территория, скажем так, отряда. Вот, пожалуйста, приезжайте, здесь будем, какие бумаги вам там надо. И вот они, как говорится, пока что-то никуда не приезжают, и там тоже думают. То есть Саша подчеркивает, что противник все равно у отряда, ну, в лице сегодняшней власти, системы, в лице государственной системы, в лице президентской власти, противник серьезный. Он его называет лукавым, потому что противник способен выжидать, готовить притворяться и так далее, успокаивать, чтобы как бы умиротворение какое-то... Бдительность потеряли, так сказать, да. Недаром все последний месяц многочисленные были действия против членов отряда, там, против их родственников, еще какие-то... Давление очень сильное. Давление, да, психологическое, очень чтобы сильное. рассеять отряд. И поэтому ближайшая цель собрать, наоборот, отряд. Собрать вот здесь, в штабе, вот здесь, в этом месте. Забыть все прежние распри. Да. Что важно? Это уже, правда, внутриотрядная, но она идеологически очень важна, поскольку у Саши лозунг остается и небесного воина принципы это прощать и не мстить, то в отряде цель, так сказать, внутренняя отрядная, забыть все распри, научиться сотрудничать друг с другом, вместе, как говорится, отбиваться и вместе продолжать дело, исправив, может быть, те ошибки, которые были допущены во время, как он говорил, вот там у нас была гуляй-поле, вольница там и так далее, так сказать. Ну, где-то отряд должен сам, так сказать, превращаться в силу дисциплинированную такую, в силу открытую, где перед народом полностью, как говорится, все прозрачно в прямом смысле, не какой-то там образ прозрачных, нет, вот отряд, в котором все прозрачно, каждый человек в отряде, сама организация в отряде, финансы отряда, все перед народом мы должны научиться быть открытым перед народом. Народ и мы должны быть вместе. Это наше оружие, открытость. Первое. Открытость – наше оружие. Доверие народа – наша главная сила. Доверие. А доверие без открытости, без честности, без правдивости никогда не получишь. Никогда народ не будет тебе доверять, если ты сам что-то там таишь и замышляешь, там, как говорится, те силы, с которыми мы, собственно, столкнулись. Это их способ лукавых. Да. Таиться. Их способ управлять народом – это разделяй властью, хитри, обманывай, лги. Замыкайся себе, гласности нету, никакой у них методы. Наш способ должен быть совершенно... Мы должны противостоять открытость, правдивость, честность, искренность и уважение к народу для того, чтобы народ уважал нас. Вот сейчас придут другие члены отряда. Обязательно. Они в движении. У нас уже и журналистская, скажем, блогерская, информационная часть отряда усилилась значительно с приходом Беаты, с приходом ее супруга Михаила. Они сейчас члены отряда, это уже информационный профессионал. И на них пытаются давить, здесь даже прямо. На любого, кто в отряде, не пытаются, а давят. Да. Так или иначе. Я даже, Дед Мороз, и то испытал на себе в Тюмени это давление, так сказать. Хотя, как говорится, на меня-то уже там уж как бы и надавить-то там где-то сложно, так сказать. У меня труд... Иммунитет народный большой у деда. Да, но тем не менее, так сказать, мягко ли там, вежливо ли, но все равно, так сказать, работают, как они называются, работают. Я, правда, в кавычки это слово ставлю, работают. Это у нас. Работали бы они в другом направлении. Вон сейчас очередной губернатор скрылся в Швейцарии.
на территории Швейцарии, экс-губернатор Челябинской области. Да как он скрылся-то? Как вы работаете, если он скрылся в Швейцарии вместе с деньгами, которые он у народа свистнул? Ну ладно, это немножко сплеть. Одним словом, я здесь, я в отряде, я вместе с Сашей и вместе с нашими единомышленниками мы продолжаем работать. Все. Я буду передавать очень часто и очень много. Ой, рад был, что приехал. Всё. Что мы опять вместе с Сашей. Все. Мы вместе, мы сила. Мы вместе. А пока, если мы будем вместе все, кстати, люди, к которым мы обращаемся, если мы будем вместе, мы будем такой силой, которую еще мир не видел. Не думайте, что мы всего лишь 24 человека, Да. одиночка. Нет, 37, за нами 24, стоит 1 или Россия. 2. За нами стоит Россия. Мы вместе с вами, а вместе с вами это уже... Это сила, которую нельзя победить. Отряд – это, считай, вся Россия. Вся Россия. Вместе с вами мы вся Россия.